Ну, давайте. Первая пошла. Оп. Вторая. Отлично. Так нечестно! Вы неправильно кидаете. Хорошо. Дайте я. Держите. Идите на место. Сейчас я вам покажу, как нужно кидать. Александр Васильевич, вы такой ловкий. Вы почти все кольца поймали. Давайте теперь вы. Я? Готовы? Я Точно готовы? готова. Признайтесь, что вы все это... Нет, это чистая правда. Но многие вещи... Шампанского. Уверяю вас, это не сложнее, чем морской устав. Ну вот, например, зачем узелки распутывать? А как раньше цари невест выбирали? Смотрите. Вы правда не знаете? Каждый по спутанному мотку шелковых ниток невесты распутывают. А царь в щелку смотрит, если какая дергает, сердится, да все. Вон ленивые. Потому что царской жене путь терпения и выдержки требуется. Так и меня бабушка готовила в невесты. Прошу. Благодарю. Вы прекрасны.
Сергей Николаевич. А вот и Сергей Николаевич с дежурства. Саша, проходите. Да, пойдемте, господа, пойдемте. Так вот, Сергей Николаевич. Ладно. Не забудь. Адриан Иванович, я помню все. И получается, что Спасибо, 20 век вместе с его эмансипацией упростил эту задачу. А вы уверены, что это к лучшему, Александр Васильевич? К лучшему. Возможно. Ну что ж, за время, в котором мы встретились, С удовольствием. и что оказалось? И оказалось, что они, турчанки, с их гаремным воспитанием, просто палец о палец не желали ударить. К примеру, приходит путник и просит подать ему стаканчик воды. Ну, и что отвечает хозяйка? Вот Иван придет, он тебе и подаст, путник. Клевета! Ничего Клевета и наговоры. Я бы во всяком случае никогда вам не отказал. Боюсь, Анна Васильевна, вы бы выбились из сил. Дело в том, что я очень люблю пить. Я решительно понимаю вас. Мне вообще кажется, что вода и война для вас единственные любимые женщины на всю жизнь. Мне кажется, вы прекрасно знаете, что это не так. Что ж, дело уже давно повернуло на ночь. Мы загулялись. Пора расходиться. Кто знает, Анна Васильевна, будет ли нам когда-нибудь еще так хорошо, как сегодня. Спасибо вам, милый Александр Васильевич. Идите же, идите. Это сигнал тонущего корабля, Анна Васильевна. Спокойной ночи. Как прошел вечер? Прекрасно, спасибо. Спасибо. Анна Васильевна. Что? Шляпу. Благодарю. Что, Володенька, лег? К Володеньке не ходи, он уже спит. Хорошо. Анна, ты ничего не хочешь мне сказать? А что ты хочешь от меня услышать? Тебе лучше знать. Ничего не хочу. Спасибо. Он Декси. Не знаю, как далеко зашли ваши отношения. Знаю только одно. Александр Васильевич никогда, ни при каких обстоятельствах не разрушит свою семью. И нашу тоже. Хорошо, Сережа. Ну да. Ну да. Я уж думала, что-то случилось. Саш. Да. У нас все хорошо? Не совсем. Ты влюбился?
Если для тебя это серьезно, скажи, но... Ты уверен, что это серьезно? Ты уверен? Я не знаю. Я не собираюсь тебе мешать. Мы со Славушкой и мамой уедем. В Петербург. Соня, я... Не надо никуда уезжать. Все будет хорошо, я обещаю. Ты моя жена, я твой муж, и так будет всегда. Николай Александрович, сообщите в штаб, задание по минированию выполнено, потерь нет, возвращаемся на базу. Есть. Благодарю за службу, господа. Господа, Александр Васильевич, Да. ждем вас в кают-компании. Благодарю. Александр Васильевич, мой рапорт командованию. Что за рапорт? Я хочу, чтобы вы знали. Прошу перевести меня на другой корабль. Чем же мы вам не угодили, Сергей Николаевич? Господин контр-адмирал, Да. радиограмма с берега. Кому адресована радиограмма? Всем, кто в море. Господа, князь Меликов сообщает о тяжелом положении его армии на Рижском направлении. Просит флот оказать огневую поддержку. Прошу всех занять места согласно боевому расписанию. Есть. Прямо по курсу бочка для связи! Стоп, машины. Стоп, машины! Машины остановлены. Бросьте якорь. Как слышите? Ответьте! Ваше превосходительство! Слушаю. Получена радиограмма! Прибыл со Славы в Колчак! Ступайте. Слушайся! Да! Громче, громче, первый! Кабель подключен! Связь установлена! Принято! Александр Васильевич, есть связь с берегом. Правый борт, орудия к бою. Есть правый борт орудия к бою. Орудие к бою! Орудие к бою! Приготовились! Веселей, веселей, не мешкать! У аппарата командир крейсера «Слава», контр-адмирал Колчак. Положение критическое! Немцы теснят нас на правом фланге! Снаряды подавай! Я буду координировать сам вашу стрельбу! Квадрат 13! Координаты. 3500, 2200. 3500, 2200! Заряду! Живее! Быстрее! Прицел 18, целик 43. 43! Пли! Пли! Левее 20! Выше 3! Выше 3! Заряду! Пли! Немцы разворачивают орудия, слышите? Немцы разворачивают орудия! Алло! Алло! Слушаю ваши директивы, да! Алло, не слышу вас. Заряду! По местам! Господин контр-адмирал,
Немецкая батарея открыла по нам огонь. И что? Мы теперь в мишени, Александр Васильевич. Надо уходить в море. Как тогда прикажете корректировать стрельбу? Остаемся на месте. Проверить, что за связью. Есть. Ранены? Давайте помогу. Ни времени, ни места сейчас, Сергей Николаевич, но как боевой офицер вы меня удивили своим рапортом. Оставить товарищей, с которыми служили Ставьте вы меня, Александр Васильевич, при сложившейся между нами личной ситуации. Какой? Личной. Какой ситуации? И ситуация сейчас одна. Война. Бить врага, исполнять свой долг перед Отечеством. Да. Алло! Контр-адмирал Колчак, слушаю ваши коррективы. Левее 10, выше 5. Левее 10, выше 5! Баллиста! Пли! Братцы! В атаку! Вперед! Стой! Стой! Вот. Это письмо азбукой Морзе. Я старалась дома из учебника. Спасибо вам. Но сегодня мы видимся в последний раз. Что? Нам нельзя больше встречаться. Что случилось? Мы что-то не так делали? Анна Васильевна, Да? Но мы ведь даже не потанцевали. Почему? Александр Васильевич. потому что я люблю вас. Прощайте. Александр Васильевич. Дайте мне письмо. Пиковый король мне положительно не нравится. Но если считать его казенным, то вот десятка, и от него вам будет приятное известие и нечаянная радость. Нина, ну неужели вы всему этому верите? Ну, конечно же, нет, Софья Федоровна. Ну, так, приятное препровождение времени.
чтобы лишние мысли не лезли в голову, когда муж в море. Да. Может быть, чаю? Сейчас прикажу. Машенька! Машенька, ты что, не слышишь, в дверь звонят? Здравствуй. Здравствуй, Ниночка. Ой, холодно, ужас. А вот тоже морячка, у которой муж в море. Здравствуйте, Софья Федоровна. Добрый день. Вы, кажется, знакомы. Виделись. Анна Васильевна, кажется, так вас зовут. Ой, господи, совсем забыла про чай. Скоро вернусь. Я давно собиралась с вами познакомиться и Что ж не познакомились? как-то не решалась навязываться, и потом я почти ни с кем здесь не общаюсь. Да? Вот уж не думала. При вашей молодости и красоте. Многое теряете. Нам со Славушкой, например, очень нравится с горок кататься. Там всегда много народу и весело. На санках? Я бы с удовольствием. Так зачем же дело стало? Вот и я. Чай готов. Ну что, не скучали без меня? Аннушка, может быть, тебе погадать? Софья Федоровна была не против. Пожалуй. Хорошо. Ну вы орете, детки, но Анна Васильевна громче всех визжит. Мне чуть перепонки не лопнули. Нет, если так не терпится, пойте или стихи декламируйте, только не вопите. Простите, Софья Федоровна, мы больше не будем. Убивайте и ломайте своих детей, а я смотреть на это не стану. А мы хотим и будем убиваться. Ростислав. Вот вам еще один, Александр Васильевич. Великий отец. Осторожно! Ой, Päivä. Добрый день, а где же все? На санках катаются на Соливе. Это Анна Васильевна их уговорила. Может, чай прикажете или завтрак подать? Нет, благодарю. Гутен так, Роза Карловна. Очень хорошо, что вы вернулись. Немедленно отведите нас отсюда. Что Я случилось? требую, Александр Васильевич. Эта молодая особа сумасшедшая. Ну и Софья Федоровна тоже стала немножко сумасшедшей. Да что вы говорите? Сейчас разберемся, Роза Карловна. Все, как договорились, последний раз и домой. Слава Богу. Здравствуй. Ты снова дома. Не замерзли? Нет, ты с этой горы за уши не утащишь. Ну, давай. Ой, Папка! Сколько немцев потопил? А, все там, все. Вот это по-нашему, по-колчаковски. Давай чай. Роза Ну-ка. Карловна. Все хорошо. Хорошо.
Помнишь его? Да. Кимов. Ну так вот он не узнал меня. Надо пить горячий чай. Не буду. Надо. А Славушка наконец-то подружился с ним. Здравствуйте! Забудь похвалить. Какая вы юная сегодня, Анна Васильевна. Прямо девочка. Это от Мороза. Как жаль, что вы поздно подошли. Мы пообещали Софье Федоровне, что это наше последнее катание. Почему же последний? Я бы с удовольствием прокатился. Правда? Правда. Пойдем? Пойдем. А я! Туда. А я стыня. Давай лапу. Там, наверху! Подождите. Уян, подожди меня, теперь я! Замерз. Чаю хочешь? Нет. Папа придет из плавания, мы тоже будем кататься. Обязательно. Мы сядем втроем на санки и покатимся с самой высокой горы. Никто нас не догонит. Догоняй. Хорошо. Догоняй. Ой, ой, ой. Ростислав. Слабей, а? Ну все, перестань. Все. Пойдем домой. Ну что, может, еще прокатимся? Не устала. Я не устал. Как скажешь. Александр Васильевич. Александр Васильевич. Я не стал бы будить, но вице-адмирал Эссен подходит на катере к кораблю. С ним не Пенин. Побриться успею? Да, я распорядился. Хасан. Господа офицеры! Здравия желаю, ваше превосходительство. Здравия желаю. Разрешите доложить? Подождите, голубчик, в летней форме. Вольно? Вольно! Ну вот, совсем другое дело. Получена телефонограмма из ставки Верховного Главнокомандующего адмиралу Колчаку. Мне приятно было узнать о блестящей поддержке, оказанной армией кораблями под вашим командованием, приведшим к победе наших войск и захвату важных позиций неприятеля. Я давно осведомлен о доблестной вашей службе и многих подвигах. Награждаю вас орденом Святого Георгия 4-й степени. Николай. Поздравляю вас, Александр Васильевич. Этот Георгий особенный. Он с Порт-Артура. Думаю, он к вашей георгиевской сабле очень подойдет. Не так ли, господа? Поздравляю доблестный экипаж крейсера «Слава» с новым георгиевским кавалером! Ура! 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 Я спрашиваю, как же ты определил посты на кораблях? А матрос-сигнальщик мне отвечает, представляете, кинул на выпуклый взгляд и на мокрый палец, потом бросил в воду чурку и все. И все. Давай. Извольте. Хорошо. Николай Иванович так любит Александра Васильевича, что я иногда даже сержусь. Неужели нет других героев на Балтии? Есть, голубушка, есть. Только вот сумасшедших больше не осталось. Николенька, не хочешь ли ты принять лекарство?
Опять ты хочешь, не хочешь. Пример дисциплины своим подчиненным надо показывать. Как мне все это вот так обрыдло. Извини, ради бога. Давай. Спасибо за вечер. Счастливо. Ну что? Кулебяку на выходные состряпаем, а? Обязательно. И борщ сварю. Ты же любишь борщ? Страшно, когда такой человек вдруг становится беспомощным. Ужасно жаль Николая Отовича. Зато какую счастливую жизнь они прожили. Мы тоже проживем долго и счастливо. Да. Благодарю. Вы в состоянии отвечать на вопросы? Конечно. Перед смертью Эссон выразил желание, чтобы я стал главкомом на Балтике. Эссон умер от простуды? Что? Эссон умер от простуды? Да. Не мог оставаться в шинели на корабле, когда команда была в летней форме. Скажите, простите. Ну, не буду мешать. А к награде меня представило не морское ведомство, а командующий сухопутными войсками. Вероятнее всего, в поле зрения императора я оказался именно по этой причине. Здравия желаю, Ваше Величество. Здравствуйте, Александр Васильевич. Наслышан о вашем мужестве, об отваге, проявленных на Балтике. Я действовал, как повелевает долг, Ваше Величество. Я пригласил вас, чтобы лично оповестить о нашем решении.
Дело в том, что еще до войны мы договорились с Англией и Францией о том, что проливы Босфор и Дарданеллы отойдут к нам, к России. Поэтому ваша главная задача – укрепление русского флота на Черном море и взятие Константинополя. Меня переводят на Черноморский флот? Вы получаете звание вице-адмирала и становитесь главнокомандующим Черноморским флотом. Сейчас ваш опыт необходим там, на Черном море. Ведь ключик от Берлина находится на Босфоре. Благодарю за доверие, Ваше Величество. Примите это. Пусть образ многострадального Иова укрепит вас. Благодарю. Желаю удачи. Разрешите идти, Ваше Величество? С Богом, адмирал. Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка снег почует. Роза Карловна, какой снег? Читать летом про лошадь в снегу глупо. Не лукавьте, Ростислав. Вы уже трижды не выучили эти стихи. Сейчас еще получите! Я доложу об этом Софье Федоровне. Тогда читайте «Лесного царя», мой друг. Читайте. Und der König winkt wieder. Und sieht sich stumm ringsum. Und schüttelt die Mähnen. Lauter. Der Sommer ist doch kein Anlass, das Studium aufzugeben. Еще раз сначала. Lauter. Мы вас всех немцев перебьем, повесим на реях. Так что будешь, старая галоша, ворон Идемте, пугать. Ростислав. Вот они Митькиного папу Отстань. потопили, на море подорвали. А мы сейчас вас подорвем. Пошла отсюда, галоша! Катись отсюда! Проваливай, девка шпионка! Пошла отсюда! Катись отсюда! Пошла! Трусы! Пошли отсюда! Спасайся, ребята! Ростислав! Господи, прости меня и помилуй. Прости меня и помилуй. Прости меня и помилуй. Стой! Стой! Славушка, ну разве так можно, а? Хорошо ребята тебя видели. Пап, а это правда, что море смывает все грехи? Правда, правда. Значит, на мне уже нет греха? Вода помогает стать человеком. А смывать грехи – это уже работа человека. Ну, смотри, синий весь уже. Olkaa hyvä. Proszę, madame. Hyvää päivän jatkoa. Пожалуйста. Не слишком фривольно? Да. Проста. Прими. А примерьте вот эту. Она сложнее. Нет, что вы, ни в коем случае. Это же шляпа для вдовы. Прибери. А мне бы хотелось что-нибудь строгое
И элегантная. Раз ничего не подходит, тогда примерьте мою. Правда, с вашей изумительной фигурой вам следует носить именно такие, с широкими полями. Спасибо. Вы большая мастерица говорить комплименты. Она вам очень пойдет. Ну вот видите. Пожалуй. Для летнего солнца и теплого моря. Пожалуй. Теплого моря? Александр Васильевич назначен командующим Черноморским флотом. И его переводят в Севастополь. Вы чем-то расстроены, Анна? Почему вы не сказали мне раньше? И когда? Как скоро? Скоро уезжает Александр Васильевич. Сейчас в Ревеле сдает дела. Благодарю вас. А у вас есть такая шляпа или нечто подобное? Простите, мадам, но парижская коллекция кончилась. Вчера. Когда ждете новую? Война, мадам. Сомневаюсь, придет ли она вообще. Война. Вы напрасно так волнуетесь. Мы с Ростиславом будем здесь еще, вам скучать не дадим. Обещаем. Что? Заходите вечерами. Спасибо. Извините, мне нужно уйти. До свидания. Поехали. Кирилл Федорович, скорее, скорее к нам! Лизонька, скорее, поторопитесь, поторопитесь. Бегу, бегу. Папа, стилирован, строится, Внимание, дамы и господа! Снимаю! Ну, не расстраивайтесь так, Роза Карловна. Ребенок все-таки. Сыпать бы ему, конечно, как следует. Спасибо, Даша. Да некому. Вам положить? Явился, не запылился? Тебя сколько раз к ужину звали? Жаль, отец уехал на службу, а то бы он тебе сказал. Я должен вам сказать. Я трус. Я сегодня не защитил Розу Карловну. Я испугался. Это подлость для будущего офицера. Роза Карловна, вы простите меня. Sie sind ein sehr mutiger und starker Mann, Ростислав. Садись за стол. Вот это молодец. Могу, конечно, за него порадоваться, но тем не менее, мне кажется, что это назначение события. Кого я вижу? Девочка, прекрасно выглядите. Какой костюм? У вас великолепное платье. Спасибо. При всех блестящих способностях. А какой сюрприз! Ой, Нина, Когда приехала? только что. Вот, узнала про бал 12-го года, собрались. Барышня-крестьянка, мне нравится. Современно. В духе времени. А ты не знаешь, где... Нет, благодарю. Серьезно. Ты знаешь, Колчак сдает дела, всех мобилизовал. Я Николая не видела уже 3 дня. До сих пор на совещании. Соня счастливица, жена главкома Черноморского флота. Да, и мы все дружно завидуем. Особенно я не выношу Балтику. Анна, умоляю, поговори с Колчаком. Пусть он возьмет Николая с собой в А Севастополь. при чем здесь я? Ну, он же берет Смирнова, своего штабиста. Пусть возьмет и Николая, боевого офицера. Какое влияние я имею на Александра Васильевича? Прости. Я думала, мы подруги. Извини. Барышня, позвольте один снимок. Конечно. Смотрим в объектив. Одну секунду. Внимание. Спасибо. Благодарю.
Я на минуту. Добрый вечер. Добрый вечер. Анна Васильевна, Александр Васильевич. кому обязан тем, что вижу вас здесь? Моему мужу. Целый месяц ни весточки, ни строчки. Я чуть с ума не сошла от тоски. По мужу. Ну не по вам же. Понимаю. Так пойдите обнимите его, вот он как раз. Сергей Николаевич. Аннушка! Сережа. Боже мой! Аннушка, какая же ты молодчина. Сережа. А мы только совещание. Тебе нравится мой костюм? Ох! Я никогда не видел тебя такой красивой. Я скучал. Правда? Внимание, господа, прошу внимания. Внимание, господа, внимание. Черноморский флот — это не Балтика, это курорт. Сегодня мы провожаем любимца Балтики, вице-адмирала Александра Васильевича Колчака. Завтра утром он покидает нас. Да-да, господа, завтра утром. Уже завтра? Завтра утром. Наше командование Нам всем лишается очень грустно. прекрасного командира. Ты куда? Но зато, господа, мы с вами можем быть спокойны за южные рубежи. Не провожай меня. Колчак прорвется через Дарданеллы, и Константинополь будет наш. Ура! Ура, господа! А теперь, дамы и господа, вальс. Месье, ангаже мадам. Ваше высокопревосходительство. Александр Васильевич, я глубоко раскаиваюсь. То понебратство. После Мичмана. Которое я позволил себе в прошлый раз. Анна Васильевна. Вы отвратительно поступили. Вы ничего мне не сказали. Почему? Почему можно со мной вот так? Вы бы просто уехали. Исчезли из моей жизни, и я бы больше никогда вас не увидела. Никогда. Вы хоть сами понимаете, что это? Никогда. Анна... Молчите. Ничего не говорите. Вы ведь все знаете, вы не можете не знать. Вы ведь видели меня, говорили со мной, чувствовали. Вы ничего не поняли. Вам слова нужны? Так вот они, пожалуйста. Я люблю вас. Очень люблю. Давно. Довольны? Александр Васильевич, все вас ищут. У меня к вам огромная просьба. Мичман Фролов. Новые перспективы и... Дорогой, Хотите поехать со мной в Севастополь? я украду вас. Как угодно. Конечно, ваше высокопревосходительство. Говорим позднее. Угу. Hyvää päivää. Päivää, kuinka voin auttaa? Minulla olisi kukkalähetys Anna Timirova. Kiitos, minä annan hänelle.
Вам принесли цветы. Я должен знать, что вы есть. Nyt loppu tuo. Ole kunnolla. Kotona et saa jälkeen. Извозчик! На вокзал, быстро! Ну, быстрее, пожалуйста! Бегуны, вот, пардон, мадам. Эти два чемодана на вторую платформу и поживее, голубчик. Сей момент. Добрый день. Господа, совсем. Надо было, Александр Васильевич, крем от загара купить. Там ведь практически курорт. Да, в Севастополе солнце не то, что на Балтике. А вы, Софья Федоровна, когда в Севастополь собираетесь?